Салям алейкум, здравствуйте, в эфире телеканала Милет, программа «Стратегия развития». Мы продолжаем исследовать феномен популярности в самых разнообразных профессиях и где можно и нужно строить личный бренд. Как показывает Инстаграм-статистика, уже практически каждый эксперт начинает активно продвигаться в социальных сетях. Анализируя сферы занятости наших гостей, я поняла, что мы упустили одну из интереснейших сфер занятости, которая остается пока немного закрытой – ресторанный бизнес. Сегодня мы решили позвать человека, который правит закулисьем ресторанного бизнеса. У нас в гостях один из самых известных шеф-поваров в Крыму – Эльдар Шарипов. Салям алейкум. Салям алейкум. Здравствуйте. Эльдар, расскажите, пожалуйста, о себе. Как начиналась ваша карьера на кухне? Почему поварское дело? Поварское дело – это, как сказать, не мечта была такая, да, когда я был ребенком совсем. Это пришло само по себе, и я скажу даже неожиданно для некоторых людей, которые знали меня, потому что я всю жизнь занимался спортом, занимался футболом, думал, что это будет как бы будущее, да, мое, старался. Но так жизнь повернула, что мне пришлось как бы оставить это позади и смотреть уже на будущее, на будущую свою профессию, уже как бы искать, да, ее, чем я буду заниматься в дальнейшей жизни. И так получилось, что в связи с переездом в Харьков я попал в очень хороший ресторан. Попал как? Тоже не сказать, что по случайности. У меня одна из профессий была поварская, и я пошел туда, ну, наверное, больше на тот момент, чтобы перебиться, потому что мне нужна была какая-то перевалочный пункт работы такого плана. Но я попал в этот ресторан, это был очень хороший пищемебельный ресторан, там питались известные люди Харькова, да, и я посмотрел на эту всю организацию изнутри, и я влюбился в это дело, и я понял, что это мне нравится, и начал как-то следовать и развиваться в этой сфере. Это был прогресс в вашей карьере, да? Нет, это был просто такой момент, когда я понял, что да, это прикольно, это приносит удовольствие, это приносит хороший заработок, и здесь можно развиваться. В принципе, на тот момент индустрия бизнеса, да, ресторанного, она только была на пике подъема, и вот я попал как раз вот на эту волну. В целом, можно сказать, победила кухонная романтика, да? Вкусно готовить для вас – это работа, призвание или что-то другое? Ну, наверное, все вместе, потому что моя работа заключается в приготовлении блюд, в приготовлении еды вкусной, качественной, да, все вместе. Насколько мне известно, вы работали в лучших ресторанах Грузии, Украины и Крыма. Какой ресторан вы бы выделили, да, который повлиял на ваше развитие, научил вас профессиональному мастерству? Ну, знаете, я скажу так, что каждый регион, да, который вы перечислили, он вел меня за какой-то новой кухней, потому что, работая в Киеве, я открывал совсем другие рестораны. Работая в Харькове, это были другие рестораны. Это начинал вообще с итальянской кухни. Там 3-4 года я работал в этой сфере, пробивал как бы эту колею. Далее я познакомился с японской, паназиатской кухней. В Грузию я уехал только для того, чтобы работать в лучших грузинских ресторанах, для того, чтобы привести именно вот этот первоисточник, вот эту настоящую аутентичную кухню грузинскую. Я проработал в Грузии практически во всех ее регионах, с промежутками там несколько там, недель, месяцев я работал в каждом ресторане. Да. И я привез грузинскую кухню, я открывал хороший грузинский ресторан. А языковой барьер, он присутствовал? Ну, конечно, присутствовал, но я скажу так, что я столкнулся в Грузии с таким моментом, что молодежь разговаривала только на грузинском или на английском языке, а те взрослые мужчины и женщины, в основном, которые работают на кухне, потому что на кухне у них почему-то очень мало молодежи. Она в основном в сфере вот больше работы зала, то есть это администраторы, официанты, бармены, вот там как-то молодежь, а вот именно сама кухня, она больше, ну, как бы
набрала в себя вот тех людей, которые уже прошли вот этот промежуток от 30 и выше. Да. Скажите, что сейчас популярно? Какие тренды в кулинарии? Я скажу так, что Крым настолько интересен за счет того, что это все-таки курортная зона, да, в летний период времени. Здесь тренды не стоят на месте, то есть конкуренция большая, тренды, они сюда приходят, конечно, с небольшим опозданием, если там брать какие-то там города, которые диктуют все-таки моду, да, это Москва, Питер, Киев, Одесса, Львов, вот в таком плане. Крым чуть-чуть отстает, но, в принципе, каждое лето или каждый там сезон мы видим какие-то там рестораны, которые берут уже лекало готовое и пытаются здесь его поставить на ноги. У некоторых это получается, у некоторых нет, но чуть не отходя от истории трендов, наверное, этот год, следующий, все-таки еще будет работать тренд грузинской кухни, потому что она все-таки еще на развитии. Это хинкальные будут открываться, там хачапурные вот такого плана. Паназия, конечно, зайдет. Я думаю, что это такие рестораны отдельные, как раменные, где можно прийти и попробовать 30-40 видов рамена. Просто это уже работает, и со временем, как уже практика показывает, они приходят уже в Крым после энного времени, год-полтора. А кухни каких стран и какие ингредиенты вас больше всего вдохновляют? Знаете, это такой вопрос, который для меня остается всегда открытым. Почему? Потому что я не могу сам понять, какая кухня или какие именно направления для меня интересны, да, или больше так я к ним как-то привязываюсь. Нет, кухня — это такая же сфера, где человек всю жизнь развивается, где профессионал называется профессионалом только потому, что он занимает какую-то там позицию, да, там определенную, а процесс учения он будет происходить всегда. Это доказывает там известнейший шеф-повар Поль Бекюс, да, он в 93 года скончался, это мэтр кухни, он до 93 лет управлял своими ресторанами, и он не стоял на месте, то есть всегда что-то вносил новое, то есть кухня, она развивается. Машалла. А что больше всего вы любите готовить из традиционной крымско-татарской кухни? Так как получилась крымско-татарская кухня, для меня это отдельная история. Я в ней больше теоретик, нежели практик. Почему? Потому что я начинал все-таки с других кухонь и больше как бы работал с ними. Конечно же, как крымский татарин, я люблю свою кухню, она там на генном уровне, да, там пропитана, потому что это с детства, это и антахи, и чебуреки, это и какие-то, я их называю уже крымско-татарские блюда, потому что все-таки плов, лагман — это все-таки азиатские блюда, я не считаю их национальными крымско-татарскими блюдами, но опять-таки они уже вливаются. Уже влились, не вливаются, они уже влились, и для многих туристов они даже не знают, плов узбекский или плов татарский, или лагман, или шурпа, или вот такого плана. Да. Сказать, что какое-то блюдо доминировало в крымско-татарской кухне, я не знаю, мне много блюд нравится. Конечно же, я любитель покушать вкусные манты. Настоящие вкусные манты с тоненьким тестом, с хорошей начинкой. Конечно же, янтахи. Почему-то они мне больше нравятся, чем чебуреки. В принципе, очень много блюд, которые... Более сухие, нежели чем чебуреки, да, не в масле? Да, из-за этого. Может, из-за этого. На сегодняшний день вы работаете в одном из крымских ресторанов. В чем изюминка данного заведения? Изюминка нашего ресторана — это концепция. Концепция у нас мяса. Мясо, мы заявили, что мы работаем только с крымским мясом. Здесь я даю гарантию, потому что я сам езжу за мясом. Ни один кусочек мяса не попадает в мой ресторан без моего ведома. То есть нам не привозят его поставщики, просто его так выгружают и говорят, вот берите, вот есть вот это. Нет, я работаю с ребятами, много поставщиков, небольшие фермы есть, крымские, которые мне звонят, говорят, есть такие-то отрубы, подходящие мне, они уже знают, в принципе, с чем мы работаем. Вплоть до того, что присылают фотографии на Viber, я смотрю, если меня устраивает, я выезжаю, на месте выбираю и уже привожу в ресторан то мясо, которое нам подходит.
Ведется такая тщательная и активная работа, да? Это одна Это важная. из моих договоренностей и задач, да. Я могу полдня отсутствовать на работе, потому что я выезжаю в поисках качественного продукта, да. Ну, слава богу, у меня есть эти хорошие... Поставщики? Ну, поставщики, само собой. Хорошие ребята, которые прикрывают меня, мой зам, да, и из-за этого я могу спокойно на некоторое время покидать ресторан, чтобы это не страдало качество Работы да, в целом. Да? Сегодня важно быть уникальным, иметь какую-то свою фишку, неповторимую черту, да, скажем. Какая черта у вас? Что вы возносите в новый проект? Ну, я не знаю, я не работал над своей фишкой какой-то определенной, да, как и все люди, которые развиваются, а сегодня соцсети, знаете, да, самая рабочая платформа, да, те, кто развивается, они, конечно, несут какую-то информацию. Ну, моя задача, наверное, это качественный контент, чтобы люди видели, что та продукция, которая выходит там в нашем ресторане, те блюда, которые я готовлю своими руками, что они качественные. Я стараюсь прописать базу ингредиентов, да, чтобы человек видел, с какими продуктами мы работаем, как они выглядят, какую обработку они проходят. Ну, вот эти все этапы, вот это прямая задача, ну, можно так сказать, наверное, и она же является и фишкой. А если гости ресторана просят приготовить блюда, относящиеся к другим национальным культурам, вы их готовите или работаете строго по меню? Я работаю строго по меню. Почему? Потому что для ресторана, который работает на концепции мяса, приготовить лагман, соответственно, чуть, я имею в виду... Сложнее. Да, сложнее, и это как бы неприемлемо, потому что есть меню, над которым мы работали. Да, я сторонник того, что меню было небольшое, блюд было немного, но они всегда были качественные и Вы вежливо сделаны. Предлагаете попробовать другое, что-то из вашего меню? Ну, если честно, я скажу так, что большинство гостей наших, они даже не задают такие вопросы, потому что они нацеленно знают уже, куда они едут и за каким продуктом. Как шеф-повар, вы требовательны к своей команде? У вас на кухне домашняя атмосфера? Ну, я вам скажу так, на кухне не может быть домашней атмосферы. Хотя я всегда говорю своим ребятам, что большее время я провожу с вами, нежели со своей семьей. Но это так и есть, потому что и они также по 12, по 14, а порой и по 16 часов мы проводим вместе. И из-за этого мы, конечно, как говорится, уже так в кавычках можно назвать какую-то там семью, да, но семейные ценности остаются семейными ценностями, а на работе есть свои ценности. Нам главное всем вместе добиваться качества, нам главное всем вместе идти на повышение, да, уровня наших блюд и всего остального. Вот это прямая задача. Сказать, чтобы я был каким-то тираном или как-то я там определенно себя вел, или как вот показывает в шоу, там кричал, орал. Да, бывает и такое, но это все рабочие моменты. Да, когда я сам начинал, один мой из наставников шеф-поваров, с кем я работал, он говорил так, что если на кухне тишина, значит это мертвая кухня. Значит, в зале нет никого. То есть на кухне должен быть какой-то ажиотаж, звуки, кухня должна всегда говорить, общаться. Из-за этого у нас жарко, да. Это радует. Вы готовите дома? Это самый, наверное, задаваемый вопрос. Конечно, я готовлю дома, но, честно скажу, в последнее время получается редко. Почему? Потому что практически 90% времени я занят, соответственно, своей основной работой. Потому что помимо ресторана есть еще некоторые другие проекты, стараемся успевать. Ну, еще один, наверное, такой привычный для вас вопрос. Что вы любите больше, готовить еду или ее кушать? Я люблю, наверное, больше готовить, если получается, потом кушать ее. Потому что не всегда, когда ты хочешь добиться какого-то результата, ты делаешь какое-то блюдо, и оно тебе приносит удовольствие. То есть, знаете, как незаконченная вариация. Ты пробуешь и понимаешь, что-то не то. Когда все получается, тогда приятно и готовить, и кушать. Что означает для вас быть хорошим шеф-поваром?
Ну, хороший шеф-повар – это, наверное, отзывы гостей, отзывы клиентов, гостей, да, которые посещают твои заведения. Если в заведении биток, значит, ты на правильном. Значит, это Так. правильный выбор. Да. Эльдар, а вы проводите кулинарные мастер-классы? Да, я провожу кулинарные мастер-классы, и в Крыму, правда, после, ну, вот как я вернулся, у меня пока не сильно получается это поставить как бы на ход. Почему? Потому что не хватает у нас в том же даже Симферополе определенной большой кухни, которая способна для проведения мастер-класса, потому что все внутренние кухни, они не расположены, потому что в процессе работы там ты это не сделаешь. В зале, соответственно, нет. Из-за этого это надо над этим надо работать, это есть в планах. Даже был момент, когда я занялся этим серьезно, искал помещение для оборудования, но это все упирается в некоторые моменты, но я думаю, в будущем мы наладим этот процесс и будем уже масштабно проводить мастер-классы, потому что люди хотят, люди Это им обращаются. интересно. Да? Люди обращаются. Это главное. На какие имена заграничные или, может быть, среди крымских татар из поваров вы ориентируетесь? Ну, из крымских татар я, наверное, ни на ком не ориентируюсь, потому что, может быть, за счет того, что я и никого не знаю. Может, таковые есть, но, наверное, навряд ли, потому что эти моменты я всегда отслеживаю, потому что у меня гордость за каждого крымского татарина, неважно, в какой сфере он работает. И, ну, грубо говоря, ну, всех известных знаешь, да, поименно. А на каких-то зарубежных, конечно, есть такие ребята и в странах СНГ, да, ребята в Москве, которые работали в мишленовских ресторанах в Европе. То есть на них, конечно, ориентируешься, подсматриваешь где-то за ними, приезжаешь на мастер-классы, знакомишься, общаешься, берешь опыт. В общем, поварская сфера, она как бы дружная, так что мы часто видимся. И из-за этого смотрим там на тех, кто уже добился, и ставим себе задачи. В новом телевизионном сезоне на телеканале «Минлет» начался проект «Рецепты шефа» с вашим участием. Что для вас главное в этом проекте? И какие цели вы перед собой ставите? Изначально с первого эфира я, наверное, сразу понял главные задачи. Наверное, первая задача – это самому познать крымстарскую кухню, потому что я, опять-таки, говорю, что я в ней больше как теоретик. Ну и путем того, как это все происходит на экране, ребята, девушки пробовали готовить традиционную крымстарскую кухню, не забывали, что она есть, не переключались на все вот эти тренды, потому что они не закончатся, а знали, что есть своя крымстарская кухня, она вкусная, она классная, ее можно готовить, и это совсем не сложно. Во время съемок программы делитесь ли вы со своими телезрителями своим личным секретом, который вы используете в приготовлении блюд? Да, сейчас как можно говорить, мы там делимся там этими инсайдами, лайфхаками и всеми вот этими красивыми вещами. Конечно же, как нарезка определенных продуктов, какие-то моменты при жарке, при определенной там термической обработке. Делимся, потому что это надо знать, и это облегчает поварскую жизнь, или даже не в профессиональном плане, даже во время даже домашнего приготовления, конечно. Улучшает вкус блюда. Да? Есть ли универсальный совет у шеф-повара Эльдара Шарипова? Универсальный совет есть. Чтобы вкусно готовить, надо много практиковаться. Из-за этого не стесняйтесь, пробуйте, входите на рынки, в супермаркеты, берите новые какие-то ингредиенты, блюда, пробуйте, соединяйте, добивайтесь каких-то эффектов и будете вкусно кушать. Самое главное – здорово. А согласны ли вы, что вкусная еда может спасти даже безнадежно испорченный день? Само собой, потому что не зря говорят, что там хорошее настроение мужчины лежит через желудок, как-то вот, если я не ошибаюсь. Да. Но если так говорят, значит, как минимум мужская половина от этого зависит. Но на своей практике скажу, что и девушки далеко не отходят от этого. Да. Что такое сенсорная кухня в вашем понимании?
Ну, сенсорная кухня, если вы имеете в виду то, о чем я думаю, это тоже новый тренд. Сегодня это работает путем облегчения поварам некого процесса. Это оборудование, которое уже не механическое, оно уже сенсорное, оно уже с программами, где пароконвектомат, это большой жарочный шкаф, может делать до 700 функций. То есть он запоминает кучу разных программ, и уже под определенную программу, ну, то есть ты уже готовишь любое блюдо. Там кнопка 1, ты заложил десерт определенный, он уже знает, при какой температуре его выпекать, ну, и как сделать так, чтобы он там вышел на выходе готовым. И что не стоит на месте, все развивается. Да, Да. да. Можно ли стать шеф-поваром ресторана без специального обучения? Можно. Можно. У меня так получилось, это не высшее образование было, это было одно из. И самое главное попасть в струю, самое главное, наверное, понять вообще, надо тебе это или нет. Если ты от этого получаешь удовольствие, ну, ты обязательно добьешься. Опишите себя 3 словами и 3 эмоциями. Ну, эмоциями это, наверное, будет посложнее. А 3 словами, ну, я постараюсь. Ну, я думаю, что я целеустремленный человек. Это один из, наверное, основных факторов. Я очень энергичный человек, я не люблю постоянность, хочется больше движения, больше развязанности даже в своей сфере и вообще в жизни. Это, наверное, второй фактор. Ну и третий фактор, ну, наверное, какая-то все-таки такая душевная доброта присутствует, потому что не хочется быть угрюмым, злым, хочется, чтобы все-таки люди получали от тебя удовольствие. Именно в плане общения и знакомства и всех остальных, даже в работе. Это располагает, да, к себе. Дайте советы начинающим поварам, тем, кто хочет заниматься кулинарным искусством. Ну, тот же самый совет, если ты хочешь заниматься кулинарным искусством, надо брать и делать, надо пробовать, надо не бояться, потому что на сегодняшний день я вижу эту молодежь, которая приходит, на первый вид кажется с горящими глазами, но глаза горят от того, что они спрашивают, а сколько я буду зарабатывать? Ну, для того, чтобы столько зарабатывать, сколько они себе представили, ну, надо чуть потрудиться, надо пробовать, надо заниматься, надо быть профессионалом. Ставайте профессионалами. А сколько времени занимает шаг от повара к шеф-повару? Это все зависит от самого человека. У меня это было быстро. Ну, я так считаю, что быстро. У кого-то и полжизни не хватит. А если у человека нет желания, ну, может вообще не случится. Я думаю, это несложно. Это все зависит от самого человека, от его цели, от стремления. Вы уже, получается, в кулинарном искусстве более 12 лет, да, если не ошибаюсь. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Планы есть, планов много. И, конечно, вчерашние еще мечты уже сегодня стоят в планах, потому что, ну, все-таки ты себе думаешь, идешь куда-то, ставишь какие-то отметки, задачи. Честно скажу, в планах заведения, где я уже буду учредителем. То есть есть проекты, где я соучредитель, а хочется уже отдельные свои моменты, чтобы это было вот твое детище, которое непосредственно выращено тобой, и вот свои идеи там воплотить в это дело. Заведения, раз мы работаем в этой сфере, заведения, рестораны, вот в таком плане двигаемся. Ну и, конечно же, о чем я говорил, хотелось сделать большую кулинарную студию для проведения масштабных мастер-классов. Это тоже есть в процессе. Машалла, Алла ярдәмче булсын, юлыңыз ачык булсын, иншалла. Эльдар Бей, ресторанный бизнес все еще остается закрытым. Что творится за кулисьем, да, вот на кухне? Ну, закулисье такое слово для меня, как это, из сказки про Алису. На сегодняшний день уже там никакого, в принципе, закулисья нету. Есть, конечно, закрытые кухни, но сейчас тот же тренд,
который работает, и люди чаще и чаще уже наблюдают его и видят. Это открытые open-air кухни, то есть это кухни на летних площадках, да, там, или open kitchen в зале, когда, грубо говоря, зал наполовину заполнен столиками, а наполовину зала, или это какая-то его там часть, это открытая кухня, где они видят, как работают повара, где вот эти звуки, жарки чего-то, может быть, где-то нотки небольшие запахов, хотя определенно в таких ресторанах очень хорошая вентиляция и практически никак не чувствуется. То есть можно увидеть, как работает кухня, как они выглядят, как они подходят, потому что это интересно. И если я попадаю в такие рестораны, я сам с удовольствием наблюдаю, потому что то есть, на открытой кухне можно сразу, да даже как обычному обывателю, можно увидеть, как работают, чисто ли они, то есть коэффициент доверия к этой кухне присутствует или нет. Да? Угу. А работали ли вы вот в такой обстановке? Была ли у вас практика? Да, была практика. Мне пришлось работать в очень хорошем китайском ресторане, аутентичном китайском ресторане в городе Киев. Он по периметру был полностью открыт, то есть буквой «П» вот так вот. То есть кухня вся находилась, грубо говоря, в центре зала. Да, это было стекло прозрачное, но, во-первых, и сама кухня была интересна, и людям было интересно, что же там происходит, когда там при тебе коптят настоящую пекинскую утку или там готовят димсамы и вонтоны, это вот наподобие наших пельмешек или фокаша, но там с более разнообразной начинкой. Вот такие вещи. Да, это очень интересно. Эльдарбей, çok sağ olun, что пришли, ответили на все наши вопросы, за интересную беседу. Аллах разы olsun. До свидания, спасибо. На этом у меня все. Это была программа «Стратегия развития». Следите за нашими эфирами.